Шакна пыльзе торыр, вілерме мар, никам шукран ширенмеде юрамаст, хывара курайманнысыне кажарыр, веземшін көлі тывыр, вара эзір чынныбеде тура ачысым пулыр, тура пурнеде юрадашке, астывыр, хывырын ыры ыжысемшін ан мухтаныр. Старайтесь прощать тех, кто вас обижает, и молитесь за них. Тогда вы будете настоящими детьми Бога. Ведь Он любит всех людей. Но смотрите, не хвастайтесь своими добрыми делами, не молитесь на показ, ведь вы делаете это не для похвалы, а для Бога. Не думайте слишком много о еде, одежде и вещах. Бог даст вам все, что нужно. Лучше думайте о том, как угодить Ему и попасть в Его Царство на небе. Не осуждайте никого за дурные поступки, ведь вы сами часто поступаете дурно. Старайтесь делать другим то, чего хотели бы от них сами. Как просто и ясно рассказать детям о Боге, как научить их православной вере. Над этой задачей бьются поколения родителей из века в век. Очередную попытку на этом трудном пути предприняло Чувашское книжное издательство, издав вот эту книгу «Библейские рассказы» на русском и чувашском языках. Библия – это для меня особая книга. Это, во-первых, учебник жизни. Те правила, которые нам даются в этой книге – не убей, не укради, они не просто так написаны. Мы должны прежде всего думать о своей душе и беречь ее. Когда к чтению вечной и главной книги приступает ребенок, особенно важно, насколько доступен стиль изложения. Истории из Ветхого и Нового Заветов аккуратно, со вниманием к детскому возрасту, понятно и прозрачно изложила Анна Твердовская. Каждый из этих текстов на чувашском языке пересказала замечательная детская писательница и переводчик Библии Ева Лисина. Вищемыш күнне херарымсем Иисуса пытарына шытык патне кайным. Унда шитсен шалдах аптыраны. Шытык шевараны хуплана чула тагам айккенейзе хуны. Хуралчысым тынсыры вырытны тубакра Иисус үчі шук. Херарымсем хараза пажырганса үкне. Ага сазардак шистетраган тумтертыхынны ангел корынны. Волшапла каланы. Иисуса веле шытыгынчы аны шырыр. Вал кундашук, вал чыры хойкаланы бек. Вал вилемінчен черезе точы. Кайырда шагынчынчен унын вренегенесіне каласа катардыр. Через 3 дня женщины, оплакивая Иисуса, пришли к могиле. Но что же они увидели? Тяжелый камень отодвинут, стражники лежат без сознания, а тела в гробнице нет. Женщины очень испугались и огорчились, но вдруг появился ангел в сверкающих одеждах и сказал им: «Не ищите Иисуса в могиле, Его здесь нет. Он жив, Он воскрес из мертвых, как обещал вам. Ступайте, скоро вы увидите Его сами». Как-то таким образом сложилось, что появилась целая команда, которая работала над этой книгой. Это и отец Максим, который курирует работу воскресных школ. И именно его работа здесь есть, в этой книге. Это приложение и разъяснение молитвы, которые включены в эту книгу. Это Антонина Ильична Мордвинова. Иконы, основные православные святыни, которые хранятся в храмах Чувашии, она предоставила и фотографии, и разъяснения, где они хранятся, как они появились в этих храмах. В книгу попали главные святыни Чувашского края – икона Божией Матери Владимирская, деревянная скульптура святителя Николая из Чебоксарского Свято-Троицкого монастыря, старинные образа из храмов Чебоксар, Алатырь, Цивильск, Порецкого района, иконы, хранящиеся в Чувашском государственном художественном музее. Но раздел о святынях – лишь приложение. Издание для детей обязательно должно быть с картинками. Важно, чтобы они были качественными и позволяли не просто перелистывать книгу, а заставляли рассматривать изображения и думать над ними. Иллюстрации к рассказам из Ветхого Завета выполнил художник Иван Александров.
Он же трудился и над живописными работами, которые использованы в качестве иллюстрации к Евангелию. Но я называю эту книгу своего рода путеводителем по храмам Чуваши. Знаете почему? Новый Завет, он очень интересно проиллюстрирован. Это не простые рисунки, это фотографии росписей из храмов Чувашии, сделанные чувашскими художниками. И здесь дается информация, где можно увидеть эту роспись, в какой храм можно прийти и увидеть в оригинале эту роспись. Достаточно много иллюстраций из храма, который у нас находится в Комсомольском районе в селе Тугаево. Настал день, когда креститься к Иоанну пришел Иисус. Пророк сразу понял, что это Спаситель, и воскликнул: «Как же ты хочешь, чтобы я крестил тебя? Это мне нужно у тебя креститься». Но Иисус ответил: «Мы должны делать то, что велит нам Бог». Тогда Иоанн согласился, и когда он крестил его, небеса вдруг раскрылись, и Божий Дух в виде голубя спустился на Иисуса, а с неба послышался голос: «Это мой Сын, которого я люблю». О крещении Господнем рассказывает эта роспись на сводах храма Михаила Архангела в селе Тугаеве Комсомольского района. Когда-то в Тугаеве была деревянная церковь. Она прослужила людям и Богу 41 год и была закрыта в 1940 году. После этого почти 7 десятилетий своего храма в селе не было. Новое храмовое здание построили в 2008 году. Над его оформлением в числе других художников трудился и Иван Александров. У него большой опыт церковной живописи. Он расписывал храмы в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Чебоксарах и Чувашии. Я прошел школу такую академическую, это вот художественное училище наше Чебоксарское, потом в Петербурге. И вот так судьба сложилась, что именно вот на тот момент популярна была эта мастерская церковно-исторической живописи, именно занимающаяся росписями храмов. И вот так сложилось, что я поступил в эту мастерскую и приобрел опыт росписей храмов. То есть там школа выстроена такая, что мы изучаем древнюю живопись, росписи изучаем, бываем в разных местах, изучаем древнюю живопись. И уже будучи студентом, мы соприкасались уже с святынями, которые у нас в России существуют. Ну и вот как раз первые опыты росписей у меня уже во время учебы возникли. Тугаевский храм Михаила Архангела расписан в академической манере. Здесь нет ликов, сошедших с написанных по церковному канону икон. Образы предельно ясно рассказывают о главных евангельских событиях: Благовещение, Рождество Христово, Вход Господень в Иерусалим, Гефсиманский сад, моление о чаше, Несение креста, Воскресение. В росписях мы ориентируемся на те исторические уже известные сюжеты в первоначальном образе. То есть, если мы говорим, например, о воскресении Христова, есть уже сложившаяся изобразительная, то есть композиция сложившаяся. Но, конечно, уже по ходу работы мы, ориентируясь на стилистику и манеру исполнения, мы, конечно, его немножко изменяем, то есть формы, движения рук, образы. В конечном итоге все-таки мы стремимся передать вот эту духовную сторону этого изображения, его смысл и содержание. После пасхального ужина Иисус с учениками вышли из дома и отправились в Гефсиманский сад. Там Иисус попросил учеников: «Я смертельно тоскую, побудьте со мной». И, отойдя, стал молиться: «Отец мой, если только возможно, избавь меня от страданий. Но если нельзя, то пусть будет так, как хочешь ты». Конечно, художник всегда, приступая к работе, он вообще должен помолиться, то есть прийти к этому состоянию. То есть, и это, конечно, связано с образом жизни вообще, как иконописца, как художника. Конечно, когда касается изображения того или иного сюжета, всегда человек
То есть художник, иконописец пропускает через себя вот эти все сюжеты, сопереживая этим событиям, то есть вникая в эту историю. Эти росписи можно разглядывать долго, вновь и вновь переживая события. Такая живопись способна вызвать самые глубокие религиозные чувства. Поэтому эти изображения были взяты для библейских рассказов, изданных для детей. Попали в книгу и росписи Чебоксарского храма новомучеников и исповедников российских. Нижний ярус изображений здесь посвящен святым, пострадавшим за веру. Среди них те, кто принял смерть за Христа на территории Чувашии. Российские новомученики и исповедники, патриарх Тихон и архиереи, священники и монахи, погибшие в годы массовых репрессий, царская семья. Над этими портретными росписями ряд, посвященный евангельским событиям. Страдальцам посвящен же храм. Страдальцы больше делали упор на страдания Христа. Народ же говорит, Бог страдал, нам велел страдать. Поэтому раз уже мученики – это свидетели, страдания тоже свидетельствуют, что Христос пострадал, значит, и мы должны свидетельствовать и вместе с Христом подняться на Голгофу, то есть страдать. Это страдание сегодня – это болезни и скорби. Через болезнь и скорбь мы должны пройти. Страсти Христовы – тема для мировой культуры, в том числе и для живописи, бесконечная. Осознавая их величие, каждый художник пишет свое собственное переживание. Каждый художник, то ли иконописец, те, которые и в каноне работают, что в академизме, они, конечно, свое предвносят в этот образ. Это, наверное, просто житейский образ жизни, да, как мы в этом пространстве, в этом времени это ощущаем, как мы чувствуем. Но в первую очередь, конечно, мы ориентируемся на образы, которые мы уже встречали, которые мы проходили, то есть изучали эти образы, то есть складываются из многих образов образ Христа. И таким образом создается вот некий какой-то современный образ, возможно. Росписи храма новомучеников современные и, возможно, более близки современнику, чем исторические. С этим согласен и настоятель храма, отец Гурий. У нас в Чувашии, в старинных храмах традиционных, там тоже были, как бы сказать, грубо сказать, отсебячено, что художник что захотел, то и расписал, то и писал. Не канонично, даже грубо написано. Но мне кажется, здесь более-менее как-то подходит к каноническим правилам иконописца. Однажды Господь послал к Марии ангела. Войдя к девушке, ангел сказал ей: «Радуйся, Мария, Господь выбрал тебя из всех женщин на земле. Скоро у тебя родится сын, который станет царем Израиля. Назови его Иисусом. Он будет Божьим сыном, и его царству никогда не наступит конец». Вечную книгу нужно читать вместе с детьми. Читать ее, вспоминать прочитанное, разглядывать написанное художниками на стенах и сводах храма – верный путь заронить зернышко веры.